прямом эфире на ТНВ новости Татарстана. В студии Леша Кашапова. Добрый день. Сегодня в республике день траура по погибшим в авиакатастрофе в Мензелинске. Накануне утром там разбился легкомоторный Л-410. На борту находились 22 человека, 16 погибли. В республике сегодня приспущены государственные флаги. На телеканалах и в культурных учреждениях отменены развлекательные мероприятия. С Татарстаном сегодня скорбит вся страна. Эта трагедия коснулась жителей сразу 7 регионов России. В каждом из них появились мемориалы памяти. Уже второй день жители городов несут туда цветы. В Челнинском бюро судмедэкспертизы этим утром началось опознание погибших. Тела троих на данный момент уже выдали родственникам. Уголовное дело передано в Центральный аппарат Следкома России. Об этом сегодня сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. На месте трагедии продолжают работать военные следователи и криминалисты. О сутках после трагедии Рамиль Шайдуллин. В 8 утра в Мензелинске не прекращается поток людей к мемориалу погибшим. Прошли почти сутки, но жители до сих пор не могут поверить, что все случившееся правда. Салават Мухамедов и Лидия Гемранова – друзья погибшего пилота Александра Зыкова. Говорят, он был настоящим патриотом Мензелинска. Жил и работал здесь сильнее, чем родину. Любил только небо. Мы выросли просто в одном дворе. Естественно, вот такой ответственный парень. Говорят, что очень любил свое дело. С утра ему по WhatsApp, как вот с добрым утром прислал. Когда узнали, говорю, позвони. Вдруг обошлось. Не обошлось. Цветы к мемориалу сегодня несут и в Казани. В авиакатастрофе погибла студентка КФУ Ксения Самигуллина. Она училась на 2-м курсе. Сегодня в ее родном институте у ее фото студенты и педагоги. Она была человеком открытым, добрым, человеком, который проявлял высокую активность, и она очень хорошо училась. Активный и позитивный человек, поэтому для нас это большая утрата, большое горе, и мы скорбим всем институту. Ее похоронят на родине, в Уфе. В столице Башкортостана накануне тоже открыли стихийный мемориал. На борту были 6 жителей республики, 4 погибли. Мензелинский аэроклуб был известен и среди любителей, и среди профессионалов. Здесь проходили чемпионаты Европы и мира, тренировались космонавты. Про аэроклуб что-нибудь, может, знаете? Все хорошее говорили. Единственное крупное ЧП в аэроклубе произошло в 2018-м. Во время свободного полета погибли 2 парашютиста. Был один раз, 2 человека умер. А до этого время нет, отлично было. Я живу в таком месте, микрорайон Садак. Я всегда с содроганием смотрела на эти самолеты, потому что приземление практически всегда происходило над нашими домами. Они пролетали очень низко над домами. Самолет упал в опасной близости от домов. Пилоты сделали все, чтобы избежать трагедии и отвести удар. Здесь самолет находится до сих пор. Здесь же работают военные следователи и криминалисты. Вот отсюда видно, что они внимательно изучают наименее пострадавшую заднюю часть судна. Только что они осмотрели его искореженную переднюю часть. Часть специалистов находится внутри, часть изучает обломки. Уголовное дело о крушении Л-410 передали в Центральный аппарат Следкома России. В целях всестороннего и объективного расследования уголовного дела председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать его для организации дальнейшего расследования в производство следователей Центрального аппарата ведомства. В крушении погибли 16 человек, 9 жителей Татарстана, 7 из Удмуртии, Челябинской области, Башкортостана. 2 погибших — пилот Александр Зыков и парашютистка Ольга Минибаева — были из Мензелинска. Похороны состоятся завтра. Рамиль Шайдуллин, Алмаз-Единов, ТНВ, Мензелинский район. 2 пациентов, пострадавших при крушении самолета, сегодня перевели из реанимации в палаты. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков. Сейчас 5 человек находятся в БСМП «Набережный Челнов». 1 в стабильно тяжелом состоянии в РКБ. Его прооперировали и подключили к аппарату ИВЛ. Выжившие при крушении самолета были доставлены в больницы с переломами рук, ног, позвоночника, ушибами внутренних органов. Оказание медпомощи под контролем министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Медикам республики консультацию по видеосвязи оказывали
участвуют специалисты федеральных медицинских центров. Все препараты, необходимые для лечения, имеются в достаточном объеме, заявили в Минздраве республики. Сегодня утром 2 из 5 были переведены в палаты. По 5 пострадавшим, я считаю, прогноз будет благоприятный. По пациенту, который находится в Казани, мы будем бороться. Пациент был прооперирован. На сегодняшний момент находится в реанимации, состояние тяжелое, но стабильное. 6 человек, они практически родились в рубашке. Это второе их рождение. Получилось так, что все они были в хвостовой части самолета. Все те, которые были в носовой части, погибли. По 1 миллиону рублей получат семьи погибших в Мензелинской авиакатастрофе. Постановление правительства об оказании помощи подписано накануне. Получившим тяжкий или средний вред здоровья будет выплачено по 400 тысяч рублей. В случае легкого вреда по 100 тысяч. Также будет оказана помощь в организации похорон и транспортировке тел погибших к месту захоронения. Среди погибших есть, к сожалению, и жители иных субъектов Российской Федерации. В этой связи министерством была организована оперативная связь с Министерствами труда и социальной защиты Республики Башкортостан, Челябинской области, Республики Удмуртия, для того, чтобы максимально в сжатые сроки определить круг лиц и найти членов семей погибших граждан. Аналогичная работа проведена и в отношении пострадавших граждан, которым также предусмотрены выплаты. В первую очередь, несомненно, выплаты будут производиться родственникам погибших граждан. Свои соболезнования Владимиру Путину в связи с падением самолета выразил председатель КНР Си Цзиньпин. Потрясен известием о катастрофе в Республике Татарстан, которая привела к большим людским потерям. С почтением направляю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей и выражаю искреннее сочувствие семьям погибших, а также раненым, говорится в телеграмме. Глубокие соболезнования в связи с трагедией выразил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. От имени народа, правительства и лично от себя он просит передать слова сопереживания и поддержки всем родным и близким погибших. Желает скорейшего выздоровления пострадавшим. С минуты молчания о погибшей при крушении самолета начались международные учения мобильных лабораторий быстрого реагирования. В Казань приехали специалисты из 20 стран. 5 дней они будут отрабатывать навыки совместной работы в случае вспышек инфекционных заболеваний. В Евразии это первое крупномасштабное событие по реагированию на эпидугрозу. По итогам учений будут созданы единые мировые стандарты по работе мобильных лабораторий. Рамиль Галиуллин подробнее. Проектированы они таким образом, что они умещаются в самолет Ил-76 для доставки в любую точку мира в кратчайшие сроки. Такой мобильный комплекс предназначен для работы в отдаленных регионах, зонах катастроф и на массовых мероприятиях. Внутри полноценный исследовательский центр, где можно работать с биологическими образцами, зараженными бактериальными и вирусными инфекциями высокого класса опасности. Техническое оснащение позволяет в сутки выполнять до 100 ПЦР-тестов и более 1500 других анализов. Поступает материал через передаточный шлюз, снизу он расположен, в специальном кофре, упакованном в тройную упаковку. Далее происходят необходимые манипуляции в зависимости от выбранного метода. Это ПЦР, ИФА, бактериология, либо даже секвенирование мы можем здесь применять. То есть получаются, пробы обрабатываются, обеззараживаются, поступают на ПЦР и в конечном итоге получаем результат. Еще одна разработка – мобильные диагностические лаборатории на базе пневмокаркасного модуля. Такая лаборатория удобна тем, что перевозить ее можно любым видом транспорта, и собирается она всего за 40 минут. Как видим, внутри 2 помещения. Здесь снимается гражданская одежда и надевается спецкостюм. Ну а в этой комнате специалисты вот в таких боксах работают с возбудителями различных болезней. Вот эти 3 машины – это один боевой комплекс, да? Это один боевой комплекс. Образцы новейших мобильных противоэпидемических комплексов сегодня осмотрел Рустам Миниханов. Он приехал на открытие мероприятия. Его заинтересовали передвижные лаборатории. Они могут работать в полевых условиях полностью в автономном режиме. Эта лаборатория в зависимости от целей и задач может быть перепрофилирована под любые исследования. То есть если нам не нужен бактериологический анализ, убираем все оборудование, ставим ПЦР. Да, по принципу эти модули где делались вообще? Это в Нижний Новгород, это наша российская, это наш патент.
Показать такие новинки, отработать навыки совместной борьбы с опасными заболеваниями и призваны учения. Они проходят в Казани Экспо. Участвуют 120 представителей санэпидслужб и ученые из разных регионов России, стран СНГ и Европы. Как отмечают участники, столица республики выбрана не случайно. У города уже есть опыт проведения масштабных международных событий, безопасность которых обеспечили в том числе мобильные лаборатории. Рустам Минниханов подчеркнул, такие учения особенно актуальны, когда мир продолжает борьбу с коронавирусом. По мнению многих экспертов, эта пандемия не станет последней. Безусловно, противостоять угрозе инфекции, не признающей границ, можно только совместными усилиями. Поэтому мы рады, что в учениях принимают участие наши коллеги из ближнего и дальнего зарубежья. Учения, важность которых нельзя переоценить, особенно в текущей ситуации распространения COVID-19, когда подготовка и ответные меры на чрезвычайные ситуации становятся краеугольным камнем спасения жизни миллионов людей во всем мире. Текущая пандемия заставляет нас извлекать все уроки из прошедшего периода и готовиться к серьезным осложнениям возможным, но, к сожалению, вполне реально возможным в будущем. Обмениваться опытом и решать задачи в области биологической безопасности участники будут 5 дней. Основная работа начнется завтра. Все лаборатории смогут показать свои возможности. Рамиль Галиуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. В Татарстане за выходные количество заболевших коронавирусом за сутки впервые перевалило за 100. В воскресенье 102 случая, сегодня 100. 32 человека госпитализированы, 68 получают лечение на дому. Больше всего случаев в Казани, 47, в Челнах 24, в Нижнекамске 7, в Бугульме 4. За сутки в республике привились 14 100 человек. Это стремительный рост после объявления о введении QR-кодов. В стране за воскресенье скончались 957 человек. В Татарстане 8. Мужчинам было 74 и 83 года, 2 женщинам по 71 году, остальным 67, 68, 70 и 87 лет. Рустам Минниханов встретился с председателем Совета директоров Тулпар Аэрогрупп Азатом Хакимом. Обсуждались вопросы реализации ряда проектов, направленных на дальнейшее развитие компании. Большая утрата для республики и всего татарского мира. Сегодня в Казани простились с известным политиком, экс-депутатом Госдумы России Госсовета Татарстана Фандасом Сафиуллиным. Он скончался накануне на 86-м году жизни. Панихида прошла на площади перед мечетью Марджани. Здесь собрались родные, друзья и коллеги, общественность республики. Фандас Сафиуллин родился в деревне Мальбагуш Азнакаевского района. Он стоял у истоков новейшей истории республики. 30 августа 1990 года именно Фандас Сафиуллин зачитал текст декларации о суверенитете Татарстана. Он умел говорить, убеждать и, конечно, личным примером показывал то, каким он хотел видеть нашу республику. Самодостаточную, инициативную, многонациональную, знаете, такую мирную. И сегодня мы пожинаем во многом плоды тех лет. Фандаsu Шакировичу за это сегодня низкий поклон, слова признательности. Он для многих остается примером. Наши соболезнования родным и близким. Это были все новости к этому часу. Берегите себя и до встречи в вечерних выпусках новостей. Здравствуйте! Октябрь продолжает радовать нас комфортной погодой, компенсируя отсутствие тепла в сентябре. По данным сервиса Яндекс.Погода, обширный антициклон по-прежнему не пускает пасмурные и сырые циклоны в наш регион. В Бугульме, во Влахознакаевом небольшая облачность, тепло, днем плюс 13. Сухо и тепло в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге, плюс 15. Порывистый ветер – единственное, что может доставить дискомфорт. Обильных осадков не предвидится и в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. А вот обильный листопад обеспечен. Октябрь позволяет нам в полной мере насладиться золотой порой.
В Арске, в Кукмаре, Балтаси малооблачно и без осадков. Дневная температура плюс 14. В Болгре, Дрожжаном, Буинске также сохраняется теплая погода без осадков. Ночная температура тоже стала выше, до плюс 6. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше небольшая облачность, но вероятность осадков минимальная. В последующие дни синоптики также обещают теплую и сухую погоду. Гуляйте чаще на свежем воздухе. Главное, будьте здоровы. В Казани 12 октября ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью плюс 8, днем 13 градусов выше нуля. Ветер южный, умеренный до сильного. Атмосферное давление по-прежнему выше нормы. 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 67%. Магнитное поле Земли слабо возмущенное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.